Тайные мирные переговоры между США и Украиной. На воинский учет с 14 лет. Вымысел или реальность? Польша закрывает двери белорусам. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Китай обвиняет США в наркокризисе и готовится к войне до конца. Венгрия и Словакия грозят заблокировать помощь Украине. Орбан требует переговоров с Кремлем. Игрушки под запретом. Российская Госдума объявила войну Барби. Новый фронт борьбы с враждебной культурой. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Вашингтон и Киев активно обсуждают детали предстоящих мирных переговоров, направленных на прекращение кровопролитного конфликта. Главная цель Дональда Трампа. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс сообщил, что стороны договариваются о дате, месте и составе делегаций. Об этом он уже поговорил с главой Офиса президента Украины. Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца. Еще советник президента США по нацбезопасности заявил, что Дональд Трамп рассмотрит возобновление поддержки Украины, если начнутся мирные переговоры и будут предприняты шаги по укреплению доверия. Но зачем будет нужна Украине военная поддержка или обмен разведданными после того, как мирные соглашения вступят в силу? Официальных подтверждений, что вот такие-то программы полностью остановлены, нету на сегодняшний день. Второе, тут было бы хорошо, конечно же, провести аудит, какие программы уже были на стадии завершения, то есть какой объем денег мы еще не выбрали с точки зрения поставок нам конкретной военной техники. Да? Ну, прежде всего, опять же, это противоракет к системам Patriot или других подобных противоракет. Россия почти 1000 раз применила химическое оружие в феврале против сил обороны Украины. Шокирующие данные: российские войска продолжают использовать запрещенные боеприпасы против украинских защитников. Генеральный штаб ВСУ говорит, что в феврале случаев применения таких средств было 844. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 6963 подобных случая. Враг применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. МИД Китая сделал жесткое заявление: повышение пошлин на китайские товары не связано с борьбой с фентанилом, а ответственность за наркобизнес лежит на самих США. Пекин призывает Вашингтон к равноправному диалогу по борьбе с наркоторговлей. И призывают не впутывать сюда вопросы тарифов, обещая ввести тарифы в ответ. Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца. Не так давно Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары до 20%, на что Пекин обещает ответить решительными мерами. К тому же Китай предлагает бороться с наркотрафиком вместе. Ответа на это предложение, по крайней мере на момент записи видео, не поступило. Двойной протестный удар. Будапешт грозит заблокировать поддержку Украины в итоговом заявлении внеочередного саммита лидеров ЕС и отказаться от продления санкций против России. Премьер-министр Виктор Орбан требует прямых переговоров ЕС с Кремлем и обвиняет Брюссель в финансировании, цитирую, «безнадежной войны». К тому же Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом 20 миллиардов евро военной помощи для Украины. Одновременно Словакия угрожает не дать зеленый свет помощи Украине, если не будет возобновлен транзит российского газа. ЕС и Украина стоят перед серьезным вопросом, как ответить на этот двойной ультиматум. Как думаете вы, как будет реагировать Европа? Пишите в комментариях под видео свои мысли, это очень важно. Издание Reuters пишет, что конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским обнажил трещины в рядах европейских ультраправых. Пока лидеры вроде Виктора Орбана поддерживают Трампа, другие, такие как Польская конфедерация и британец Найджел Фарадж и его политическая сила, выражают обеспокоенность
обеспокоенность позицией по Украине Дональда Трампа. Эти разногласия ослабляют единство ультраправых в ЕС и ограничивают влияние кампании Илона Маска, которая называется «Сделаем Европу великой снова». Мы поговорили об этом с главой Центра противодействия дезинформации при Украинском Совете нацбезопасности и обороны Андреем Коваленко. Например, партия «Альтернатива для Германии», которая в 2021 году на выборах имела 10%, в 2025 взяла уже 20% фактически, плюс 10% роста, говорит россиянам, что их усилия нужно продолжать. И это, в принципе, является большой такой угрозой для нынешней Европы, поскольку разночтение взглядов, которое поддерживает Россия в том числе, оно возрастает, и таким образом Россия пытается дестабилизировать принятие решений в Евросоюзе. То есть дестабилизация Евросоюза, поддержка таких политиков, как Джорджеску в Румынии, которых ассоциируют, опять-таки, с определенным российским видением политики Евросоюза, она должна, по мнению российских спецслужб и элит, которыми этим занимаются, должна сегментировать Европейский Союз и, опять-таки, разъединить страны. А Европарламент, видимо, устал от постоянных блокировок со стороны Венгрии. Депутаты партии Вольт предлагают радикальные меры лишить Будапешт права голоса в ЕС. В плане, представленном партией Вольт, он состоит из 9 пунктов, также значится создание общей европейской армии и расширение оборонных полномочий ЕС. Россия ужесточает давление, иноагентам запрещают доступ к финансам и учить других людей. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью. Кроме того, им перекрывается доступ к финансовой помощи, а их организации исключаются из списка социально ориентированных. Один из авторов инициативы, Андрей Луговой, утверждает, что это ответ на, цитирую, «деструктивную деятельность иноагентов в России». Воинский учет с 14 лет. Фейк, говорит народный депутат Украины, которого якобы цитировало издание 44UA. На самом деле такого интервью и, соответственно, таких слов не было, заявляет Максим Саврасов. Это на самом деле не первое заявление, которое заставляет аккуратнее относиться к информации, которая направлена на уничтожение украинской репутации за рубежом и запугивание тех, кто живет в стране. Какие еще операции планирует Кремль и на что еще делает ставку? Мы спросили у человека, который как раз занимается противодействием дезинформации, у Андрея Коваленко. Европейский Союз, в принципе, это такая зона политики, где Франция, Италия и Германия сейчас борются за лидерство. И в этой постоянной конкуренции они существуют. И в том числе Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы Европа покупала больше американского оружия и покупала больше американских ресурсов, могут преследовать свои цели. Для того, чтобы Европа была в том числе где-то более слабой и зависела от Соединенных Штатов. То есть сейчас у Европы на самом деле очень сложный период в этом плане. И единство, когда мы говорим в Украине, что нам нужно единство в обществе для того, чтобы противостоять, Европе сейчас очень и очень нужно единство. Польша резко изменила свою политику в отношении гуманитарных виз для граждан Беларуси. Если в 2020-м такие визы получили 3356 белорусов, в 2021-м 19411, то в 2024 году их количество сократилось до 518. Министерство иностранных дел Польши объясняет это слишком свободным подходом к получению виз со стороны белорусов, которые использовали их для путешествий по шенгенской зоне, или частых поездок между Беларусью и Польшей. Теперь гуманитарные визы выдаются однократно и только в случаях реальной угрозы жизни, здоровью или уголовного преследования за действия против властей Беларуси. Повторное обращение возможно в исключительных обстоятельствах. У Российской Госдумы появился новый враг, и это не бедность и не коррупция, это Барби, а также ряд других игрушек. Нельзя сказать, что все враги до этого не были адекватные, но тут, кажется, уже перебор.
В 2022 году компания Mattel передала $1 миллион на поддержку ВСУ Украины. А что такое игрушка? Это образ, в котором растет ребенок. И по факту, играя в куклу, которая лежит в гробу, у ребенка стирается грань между жизнью и смертью. Так я думал, российской власти именно это и надо, нет? Природа построила памятник изношенной инфраструктуре России. Так, в Ростовской области туристы совершают паломничество к месту прорыва трубы, вода из которой замерзла, и образовался ледяной фонтан. Из-за прорыва возникли проблемы с водоснабжением, но красота, как известно, требует жертв. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.